Здравствуйте, с вами Катерина Некреча и Крым Реалии. Это программа для тех, кому интересно, что же на самом деле происходит в Крыму. Сегодня вы узнаете. Приговор Умерову осужденный, но несокрушимый. Зупинити Путіна в його репресіях проти кримських татар. Бандитский Симферополь крымской столицы назначили нового мэра. Бандиты под руководством российских спецслужб правят Крымом. Говорит и показывает Москва, что слушают и смотрят украинцы на границе с Крымом. Все каналы российские. «Звезда», «Пятый канал». Жестокий приговор Ильми Умерову. Подконтрольный Кремлю суд Симферополя приговорил одного из лидеров крымских татар к 2 годам заключения. Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России. Даже прокуроры просили наказать Умерова условно на 3,5 года. Но суд решил дать реальный срок – 2 года в колонии поселения. Близкие и все, кто пришел поддержать крымско-татарского лидера под стены суда, были потрясены таким приговором. Alkışlar, alkışlar Cemal, alkışlar. Alkışlar. Мы с тобой, Ага, мы с тобой. Он нагло, отметая все доводы защиты, составил обвинительный приговор. Мы, конечно, будем обжаловать. Я, несмотря на такую ситуацию, еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения. Я остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Предпринять немедленные шаги, чтобы не допустить исполнения приговора Умерову, попросил президент Украины Петр Порошенко немецкого канцлера Ангелу Меркель. Только международное давление на Кремль может спасти Ильми Умерова от смерти, сказал Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Вы можете высказать очередную глубокую обеспокоенность, пожалуйста. Или вы можете осуществить конкретные действия, которые действительно смогут хотя бы остановить Путина в его репрессиях против крымских татар. Я по-другому не вижу участия международного сообщества в ситуации, складывающейся в Крыму и вокруг Крыма. Или отмахнуться от Украины, от крымских татар, от Крыма, от Украины очередным беспокойством и встречаться с этими убийцами в Кремле, или сказать «все, хватит». що все досить. О несокрушимом человеке, сильном мужчине, нежном отце и лучшем дедушке. Смотрите далее. Антеткенмен, созбергенмен, миллет için ölmeye. По-русски это означает «я поклялся и дал слово за народ свой умереть». И заканчиваю словами «до встречи в Гааге». Это уникальные кадры из зала суда. В своем заключительном слове Ильми Умеров в который раз открыто заявил, что не признает российскую аннексию Крыма. Осудили его за вот это интервью крымско-татарскому телеканалу. Если они все вместе усилили бы, расширили бы, углубили бы санкции, если бы таким образом вынудили Россию отказаться от Крыма и уйти из Донецка и Луганска, если бы мы вернули назад границы Украины, после этого влияние этих международных организаций было бы сильнее. Первое дело на Умерова завели еще в 10 классе школы. Тогда его семья жила в Узбекистане. Вместе с братом они расклеивали листовки, в которых напоминали о насильной депортации крымских татар из Крыма. Мы делали самодельный клей из, как правило, из черного хлеба. Нас кто-то научил, что так получается. Мы даже не знали о том, что это имело очень большой резонанс среди представителей власти, что там возбуждено уголовное дело, лучшие следователи из Москвы занимались поиском. Ильми всегда мечтал о медицине, поэтому после школы выучился на гинеколога, работал акушером, позже анестезиологом. Когда в 1989-м началась волна переселения крымских татар из мест депортации в Крым, то и семья Умеровых переехала в Бахчисарай. На работу в местную больницу его не взяли. Было более 100 человек.
И на этом собрании трудового коллектива было принято решение не принимать этих татар, этих предателей на работу в структуры здравоохранения вообще. Умеров зарабатывал на жизнь, продавая зелень на рынке, и всегда был активным общественным деятелем среди крымских татар. Его активность и вывела в политику полуострова. С 1994 года занимал различные руководящие должности во власти Крыма. Когда произошла аннексия, был главой Бахчисарайской райгосадминистрации. Дочь Ильми Умерова Айше вспоминает, отец всегда много работал, но и на большую семью тоже находил время. Я всегда там пришла, понежилась. Никто из детей так не делал. Прийти, обнять, просто у нас это называлось позаряжаться. Просто вот так прижаться к нему, и все. Подзарядился и дальше побежал. Айше долго рассказывает о том, как папа особенно тщательно проверял домашние задания по математике, как вместе отдыхали, ездили на Мангуб-Кале. Но когда мы попросили описать отца, находит всего 2 слова. Ну, наверное, мой герой. Маленькая София благодаря деду еще до школы знала крымско-татарский язык, научилась варить кофе и плавать. В позапрошлом году ему не было лени, он в 5 утра он нас будил, и мы каждый день ездили на море. 3 детей и 5 внуков. Здесь всегда шумно. Большой дом семьи Умеровых строили все вместе. Специально проектировали в крымско-татарском стиле. Мы его построили таким образом, чтобы в нем присутствовали элементы какой-то крымско-татарской архитектуры. Кое-что придумывали сами, кое-что скопировали с ханского дворца. Вот, например, вот эти арки, они по пропорциям совпадают с арками ханской мечети. Здесь всегда много гостей, собирается вся семья. А когда подконтрольные России следователи насильно положили Ильми в психиатрическую больницу, в этом дворе собрались сотни людей помолиться за него. В свои 60 лет Ильми имеет слабое здоровье, он страдает болезнью Паркинсона, у него больное сердце и сахарный диабет. Летом его в прединфарктном состоянии силой вывезли в психбольницу, якобы для проведения экспертиз. Не все даже до конца понимают, насколько Умеров болен. Когда я пытаюсь объяснить, что это человек, который с букетом заболеваний, инвалид, не все даже до конца понимают. Слава богу, те журналисты, которые попадают сюда, могут сами в этом убедиться, побеседовать с ним. И что, об этом не знает само следствие? Об этом не знает скрипка и управление ФСБ по Крыму? Это ложь. Ну, основная цель их – это сломить человека, чтобы он изменил своим позициям, то есть такой лучшей традиции советской карательной медицины. 2 года Ильми Умерову нельзя будет вести любую публичную деятельность, но он уверен, вместо него открыто заговорят другие. Заставят замолчать Умерова, появятся 2 человека, которые вместо него или после него начнут говорить то же самое или еще больше. Мы с тобой, Мяга, мы с тобой! Обязательно появится еще несколько человек, которые станут об этом говорить и продолжать то, о чем говорю я. Крым – це Україна! Крым – це Україна! Крым – це Україна! Ну, еще не факт, что Умеров будет молчать. Анастасия Бабкова, Илья Тарасов для Крым Реалии. После российской аннексии украинского полуострова крымчане больше не выбирают мэров городов. Им их теперь назначают. Как назначили главой администрации Симферополя Игоря Лукашева. Оппоненты заявляют о его связях с организованной преступностью в прошлом. Сам новый руководитель города все отрицает. Кто же теперь будет главным в Симферополе? Смотрите в нашем сюжете. Город должен быть высокоразвитый технологически. Бандиты под руководством российских спецслужб правят Крымом. Бандитский Крым стал еще больше реальностью, чем в 90-х. Без выборов, но в прямом эфире.
В аннексированном Крыму назначили нового руководителя Симферополя. Теперь подконтрольная России власть полуострова по новому регламенту выбирает себя сама. Сначала конкурсная комиссия из 10 претендентов выбрала 2. Знакомьтесь, в финал вышли редактор провластного издания «Крыминформ» Максим Николаенко и председатель парламентского бюджетного комитета Игорь Лукашев. Победителя определяли голосованием. Поздравляю Игоря Михайловича Лукашева с избранием на должность главы администрации Симферополя. На мой взгляд, именно он презентовал лучшую программу. Крымское издание «Примечание», ссылаясь на собственных инсайдеров, пишет: «Москва хотела видеть на этом посту другого кандидата – Михаила Василенко, советника губернатора Ленинградской области». У меня сложился обширный круг общения в Симферополе. И контакты, которыми я обладаю на уровне региональной, исполнительной власти, региональной, федеральной власти, позволят решить мне текущие задачи. Он родился в Крыму, но политическую карьеру строил в России и был одним из фаворитов на кресло мэра. Но не стал им из-за внутренних разборок, говорит российский общественный активист. Он утверждает, Аксенов пытается удержать власть и не пустить людей, присланных из России. Мы видим на текущий момент, что принцип страха Аксенова перед профессионалами, приехавшими из России, все увеличивается. Он выжигает фактически любого профессионала, который приезжает в Крым, его обливает грязью. Аксенов и Лукашев никогда не были друзьями, но ради контроля над аннексированным полуостровом старые обиды пришлось забыть, говорит крымская журналистка. Аксенову не такая большая скамейка запасных, как говорится, потому что серьезный политик, на мой взгляд, не станет сейчас пачкаться о то, что называется крымским политикумом, поэтому удобнее брать своих, тех, кто разделяет твои интересы, скорее всего, и которые, собственно, которых ты знаешь с 90-х. Поэтому вот сейчас мы видим такого мэра Симферополя. А общее прошлое у Аксенова с новым мэром аннексированного Симферополя действительно богатое, говорит крымский политик. Ведь и подконтрольный России глава Крыма, и новоназначенный Лукашев – выходцы из одной организованной группировки. Правоохранители называют ее преступной. И вытащили его компаньоны, в данном случае я имею в виду Сергея Аксенова, и другие те криминальные силы, которые стоят и правят бал в Крыму. Речь о Сейлем. Влиятельную банду в 90-е в Крыму знали все. Это была одна из самых жестоких группировок, которая фактически контролировала полуостров. Убийства, грабежи, крышевания и постоянные разборки с конкурентами. После распада СССР это стало обычным явлением. Игорь Лукашев там отвечал за деньги, вспоминает Андрей Сенченко, который в начале 90-х был вице-премьером Крыма. Тогда они все, так сказать, были такие звонкие, там, каждый день 90-х были какие-то взрывы и так далее. Лукашев, насколько я знаю, он был, ну, скажем так, больше экономическое крыло. Там же в каждой группировке были те, кто командовал, те, кто убивал, те, кто там бегал с битами, а были, ну, если это можно так выразиться, бандитские экономисты. Нам не удалось связаться с Игорем Лукашевым, чтобы выслушать его позицию. В 2009 году в комментарии изданию «Крымский телеграф» Лукашев заявлял, что обвинения в бандитском прошлом – лишь сплетни оппонентов. Пусть твердят. Или же у вас есть метод, как это можно прекратить? Мне что, выйти с плакатом «Я не такой, как обо мне говорят»? Им просто больше не к чему придраться. В своей официальной биографии Игорь Лукашев указал, что в 90-е занимался бизнесом. После развала Советского Союза сейчас заниматься бизнесом. Вплоть занимался этим бизнесом до 2006 года. Знают ли симферопольцы, кого назначили мэром? Слышала, но так о нем ничего не знаю. Я не знаю, откуда он, что. Читать читал, но что про него ничего. Абсолютно. Уже месяц Ялта без мэра. Говорят, Кремль стремится назначить на пост своего человека, но Аксенов пытается сопротивляться. Анастасия Бабкова, Роман Ребри, Владимир Паутов для Крым Реалии.
В Украине говорит и показывает Москва. Наши корреспонденты поехали проверить, что слушают и смотрят на административной границе с Крымом. Мы были шокированы. Россия массово русифицирует украинцев. И в этой информационной войне Украина проигрывает. Что слушают на админгранице с Крымом? Московское время 14 часов. Что смотрят? Все каналы российские. «Звезда», «Пятый канал». Каким медиа доверяют? И в российском есть «Правда» чуть-чуть всегда. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте в эфире Радио России. Я живу в России! А мы слышим это в Украине, на административной границе с Крымом. На какие волны настроены радио и телевизоры жителей Херсонской области? Проверим. Село Чекрак – одно из ближайших к полуострову. В феврале 2014 года сюда даже заезжала российская техника. В местном магазине национальные флаги с подписями украинских военных. Это наши солдатики, которые в 2014 году заехали. Многих из них, как нам сказали, уже нет. Осознавать это мучительно. Призывы покупать отечественное. И телевизор, который показывает украинские каналы. Интер, говорю сразу, Интер не смотрим. У нас есть свое 1+1, ТЭТ, 2+2, Киев, СТБ, Новый, ICTV. И здесь настоящий дискуссионный клуб. Говорят о жизни и новостях. У нас люди ходят не так скупиться в магазин, как поговорить. Приходят и говорят, у нас не магазин, а кабинет психологической разгрузки. Рассказывают, кто куда поехал, кто с работы приехал, кто хлеб подождать, кто что-то хочет рассказать, кто, может, чая хочет попить. Спасибо. Спасибо. В соседнем районе заходим в поселковый совет. Его секретарь рассказывает, на работе радио не слушают, телевидение не смотрят. Просим продемонстрировать. А что показывает ее домашний телевизор? Марина Владимировна, покупатели уже собрались. Кстати, слышал, у нас новый... Россия. В основном украинские каналы, но бывает, что часто перебивают российские. До границы километров 30-40. Километров 30-40. Оказывается, российские каналы теснят украинские даже в цифровом сигнале. У владельцев обычных антенн ситуация хуже. А таких в поселке большинство. Вот мы слышим от граждан, что в основном у них российские каналы. Едем дальше. В Александровке слушают российские радиостанции. Радио дома у нас не работает. То, что есть, работает с помехами. А вот если в машине едем, то там российское радио. Нашего что-то нет. Нашего щось немає. В 20 километрах от админграницы с Крымом мы поймали две станции. Вот так работает радио Крым Реалии. А вот так радио Россия. 30 лет вырастить новых специалистов и новых сетров. Мы в Харлах, это Херсонская область Украины. Здесь работает одно и то российское радио. Мужчина, у которого мы останавливаемся на ночлег, показывает нам, что у него на первых кнопках пульта. Головысти, что ты наловился. Спутник стоите, пожалуйста, он. Первый канал, ну все. Це наш. Что предпочитаете смотреть? Конечно, украинское. Я по российскому дивлюсь только художественные фильмы. А остальные меня не интересуют. А что смотрят соседи, Геннадий узнает по направлению их антенн. Подивись на Нижнюю, на Красноперекопск. Вот он Россия. И что она показывает? Чисто Россия. Все каналы российские. «Звезда», «Пятый канал», «Россия-24». И таких по селу можно найти у бабушек выше крыши. Так что влияние России есть. У соседа Геннадия спутниковая антенна. Анатолий смотрит и украинские, и российские каналы. Мол, не верит никому. Сравнивает новости и сам делает выводы. Вот такие. Все одна народность. Одна. Что в России, что здесь. Понимаете? И тот, кто разделяет нас, ну, то или подлец, или глупец. Вот плохо, что сейчас просто Украину пытается
на куски разорвать. Россия распространяет сигнал с полуострова на юг Херсонской области, чтобы украинцы больше смотрели и слушали российское. Цель стратегическая – русифицировать украинцев на юге, уверяет нас медиаэксперт. России нужна или критическая масса украинцев, которая не будет сопротивляться российскому вторжению и будет подавать патроны российским солдатам, а не украинским. Которая бы голосовала за пророссийские политические силы в Украине, чтобы те реализовывали кремлевские планы украинскими руками. Российские вещатели перебивают украинских, потому что у них лучше оборудование. В Надсовете по вопросам телевидения и радиовещания Украины объясняют, в Красноперекопске осталась более мощная вышка. Благодаря ее сигналу российский эфир принимают на юге Херсонской области. Новая украинская вышка на Чонгаре эту часть области не покрывает. Вышка в Чаплынке старая и слабая, ее усилят. Уже проводятся работы по удлинению этой вышки с 92 до 130 метров. До марта 2018 года мы планируем реализовать этот проект. На юге Херсонской области мы получим радиочастоты. И с помощью вышки на Чаплынке закроем вопросы по теле- и радиовещанию. В украинском Надсовете заявляют, вскоре начнут глушить сигнал с полуострова. А пока Валентина из Чикрака принципиально не смотрит российское телевидение. А Ирина из Мирного сомневается, кому ее односельчане верят больше. На людей это влияет, и они верят. А кому? Я не могу ответить, кому они верят. У нас здесь никто не пройдет. Чужих у нас нет и не будет. Александр Шевченко, Павел Холодов, Роман Ребри, Владимир Паутов для Крым Реалии. Сегодня это все, о чем мы успели рассказать вам. Смотрите «Настоящее время», читайте «Крым Реалии». А в Крыму ежедневно слушайте радио «Крым Реалии». С вами была Катерина Некреча и «Крым Реалии». До встречи через неделю.